Это новости Словении. Если вы впервые заглянули на мой канал, меня зовут Хельга, и я рассказываю вам словенские новости простым, понятным языком. Сегодня в Словении отмечают Пасху. По традиции, верующие посещают праздничные службы в церквях, где освещают корзины с яйцами, хлебом и ветчиной. После службы семьи приносят еду домой. В городах и селах улицы украшают пасхальными яйцами и декорациями. Поздравляю всех верующих с Пасхой и желаю мира, добра и радости. У нас в Европе продолжается топливный кризис, который может стать затяжным и болезненным. Брюссель требует от правительств стран ЕС срочно снижать потребление нефти и газа. Речь уже не о рекомендациях, а о подготовке к длительным перебоям. Причина – нестабильность на Ближнем Востоке и проблемы ключевых поставок. Даже если конфликт быстро закончится, рынок, к сожалению, так быстро не восстановится. Под ударом дизель и авиационное топливо. Европа по-прежнему очень сильно зависит от импорта, и это ее слабое место. Пока дальнобойщики спят, их баки опустошают. В Словении набирает обороты новая схема кражи топлива. Действуют организованные группы, которые ночью сливают топливо из грузовиков, пока водители спят. Основные цели – фуры с большими баками на стоянках и в промзонах без охраны. Иногда за одну ночь злоумышленники сливают топливо на 1000 евро. Полиция отмечает, кражи становятся все более системными и дерзкими, а число случаев растет. Водителей призывают быть внимательнее, особенно на ночных парковках, а лучше вообще не спать. В Словении вспомнили систему «чет-не-чет», когда машины могут выезжать на дороге только в определенные дни в соответствии своему госномеру. Этот метод уже применялся в Югославии во времена топливного кризиса, чтобы сократить расход бензина. Теперь снова об этом вспомнили, как о реальном сценарии. Можете уже сейчас проверить, с какой цифры начинается ваш госномер, и понять, по каким дням вы сможете ездить по дорогам, почетным или нечетным. Желаю вам удачи и чистой нам экологии. В одной итальянской семье в городе Тырст, Триест по-итальянски, который находится на границе со Словенией, родители уехали отдыхать в Египет, оставив дома одних 5 детей. Дети в возрасте от 8 до 17 лет несколько дней должны были жить одни, ухаживая при этом за 4 собаками и 11 кошками. Поначалу все шло гладко. Родители спокойно отдыхали и выкладывали свои фото в Инстаграм. А дети как-то жили и при этом ходили самостоятельно в школу. Заподозрила неладное учительница одного из детей. Возможно, ее насторожил неопрятный вид ребенка. Учительница позвонила в соцслужбу, и опека пришла с проверкой. Картина в квартире оказалась шокирующей. Мусор, дизентерия, экскременты животных. В итоге детей изъяли у семьи. Может, родители этого и ждали? Кстати, знаю лично таких людей в Словении, которые уезжают по делам в Россию, а своих малолетних детей на это время оставляют одних. Всего за 2 недели из-за американско-израильских ударов по Ирану свои дома покинули 3,5 миллиона человек. Люди стремятся в основном в Европу, но здесь их не хотят принимать. Пока политики ужесточают миграционные правила, люди продолжают идти через страх, холод и смертельные маршруты. Один из них – словенская река Кольпа. Здесь, пытаясь добраться до Словении, уже погибло несколько десятков мигрантов. В словенском городе Черномель на кладбище появилось памятное место в честь тех, кто не дошел. Инициатива принадлежит обычной словенской женщине Наде Шимунич. Она сама стала свидетельницей трагедии. Один из мигрантов пытался переплыть реку и по-арабски звал на помощь. Пока Надя пыталась понять с помощью Google-переводчика, что же кричит мужчина, к сожалению, мужчина утонул. По официальным данным, в реке Кольпа в этом месте утонуло уже более 50 человек. И это только те люди, которых удалось выловить. Местным жителям стоит уже в конце концов выучить этот арабский.
Смертельная весенняя ошибка в Словении, которая повторяется каждый год. 2 человека уже погибли, перепутав съедобное растение черемша с ядовитым безвременником. В разных регионах Словении 70-летний мужчина и 60-летняя женщина вместо черемши собрали листья безвременника и сделали из этих листьев традиционный весенний славянский салат. И, к сожалению, их не удалось спасти. Через несколько часов после приема этого растения в пищу появляются первые симптомы – тошнота, рвота и ужасная боль в животе. Но самое страшное начинается на 2-й день – отказ органов и смерть. К сожалению, антидота не существует. Как отличить эти растения? У черемши есть острый чесночный запах, у безвременника запаха нет. Черемша цветет белыми цветочками, а безвременник очень красивыми розовыми цветами. И главное правило, если у вас есть хоть малейшее сомнение, ничего не собирайте и не ешьте в лесу. В маленькой стране Босния и Герцеговина, которая так же, как и Словения, когда-то входила в состав Югославии, произошло грандиозное историческое событие. Сборная Боснии и Герцеговины попала на чемпионат мира по футболу, обыграв сильнейшую команду Италии. Матч получился драматичным до последней секунды. И дополнительное время 1-1. Все решилось в серии пенальти. И здесь полный перелом. Босния реализовала все свои удары, а Италия ошиблась. Итог 4-1 по пенальти и путевка на чемпионат мира. Всю ночь Босния и Герцеговина, а вместе с ней все страны, входившие когда-то в состав Югославии, отмечали это грандиозное событие. Поздравляем Боснию и Герцеговину! 8 апреля в Любляне в кинотеатре «Кинодвор» состоится премьера нового фильма украинского режиссера Сергея Лазницы «Два прокурора». Если коротко, фильм рассказывает о судьбах людей во время сталинского террора. Очень советую вам посетить премьеру этого фильма. Фильм, кстати, будет идти на русском языке со славянскими субтитрами. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? В Любляне в понедельник будет от +8 до +22, малооблачно, без осадков. Ого, как тепло! Да, весна. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!